Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Звезды российской эстрады и почти 1000 мероприятий. Эти мероприятия уже стартовали, уже идут по всей республике. Как республика будет праздновать день рождения, знает Салават Мухаммадуллин. Он жив, пока жива память. Как вспоминали Мусу Джариля, увидела Алина Мингалеева. Золотые страницы татарстанского футбола. Курбан Бекеевич заразил меня футболом. С каким спортивным багажом подошел Курбан Бердыев к своему 65-летию, знает Алмаз Гафиятов. Сила красоты. Хочется быть леди, даже когда бегаешь. Зачем погнались в Казани девушки со всей России? Лена Зинатуллина. Сегодня завершился визит Рустама Минниханова в Казахстан. За 2 дня он успел и переговоры провести, и стратегические объекты посетить. Один из значимых пунктов в программе президента – посещение Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Он находится на пути Китай-Европа, который проходит и через Татарстан. Делегацию республики заинтересовала схема работы «Хоргоса» и каким образом можно сотрудничать и продвигать через него нашу продукцию. Президент выразил надежду, эта встреча даст новый импульс развитию взаимодействия между регионами. О других деталях визита президента в Казахстан далее в репортаже. Теплая встреча, обмен традиционными рукопожатиями и не теряя времени к целям визита. Прямо в аэропорту Рустам Минниханов с акимом Алматинской области Амандыком Баталовым обмениваются мнениями по поводу рабочих вопросов. Сегодня уже татарстанскую делегацию принимают в Доме правительства области. Приветствие на татарском языке. Так Казахстан подчеркивает дружелюбие и планы на плодотворное сотрудничество. Традиционно фотографии в Инстаграм от Рустама Минниханова и самое трогательное – видео, как дети встречали делегацию. Казахстан – страна аграрная, гостей знакомит с основными показателями сельского хозяйства и демонстрирует перспективу области. Рабочие связи между нашей республикой и Казахстаном укрепляются. Это подчеркивает и Рустам Минниханов. КамАЗ, в том числе и сборка, вертолеты, другая наша машиностроительная продукция, наши нефтяники, наши нефтехимические продукции. Поэтому казахстанский рынок для нас очень интересен, но и пока перекос в нашу сторону. Нам было бы интересно, чтобы и изделия, товары казахстанских производителей появились у нас. Президент верен традициям, где бы ни был, он встречается с местными татарами. В Казахстане их больше 200 тысяч. Здесь речь заходит о нашем спутниковом телеканале ТНВ «Планета». Он сегодня вещает для миллионов татар по всему миру. Звучат и новые предложения. Я думаю, это будет тоже с ТНВ, надо будет доработать эту информацию, чтобы представитель ТНВ здесь работал. Развитие экономики, IT-технологий и промышленности. Именно этот опыт республики у Казахстана вызывает интерес. Руководители подчеркивают, тандем должен быть взаимовыгодным. Знакомство будет продолжено. Будем совместно делать так, чтобы в целом результат нашего взаимодействия почувствовали люди, которые здесь живут. Торговые отношения уже идут с плюсом. Товарооборот увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 2016-м. Под завершение рабочего визита Рустам Минниханов пригласил глав регионов на чемпионат мира по футболу и рабочих профессий WorldSkills. Альбина Минибаева, ТНВ, Алматинская область. Ну а затем Рустам Минниханов отправился с рабочим визитом в Иркутскую область. В аэропорту его встретил губернатор Сергей Левченко. В планах обсуждения дальнейшего сотрудничества в авиастроении, в сохранении памятников архитектуры, объектов культурного наследия и встреча с активом местной татарской общины. Ручки, тетради и другие канцелярские принадлежности. Школьники из Татарстана помогают собраться к учебному году детям и семьям, которые пострадали во время сильного пожара в Ростове-на-Дону. Сегодня на юг России отправилась гуманитарная помощь весом в 1,5 тонны. Транспорт представлен татарстанским отделением Всероссийского союза спасателей. Напомним, трагедия в Ростовской области произошла 21 августа. Пламенем были охвачены около 100 домов частного сектора. Республиканские организаторы отметили, что это не последняя гуманитарная отправка.
Были небольшие сложности именно с отправкой машины, но вот Россоюзпас нам помогли. Москва связалась с нашим региональным, получается, отделением Россоюзпас. И мы вот нашли пока единственную машину. Если, возможно, будет еще машина, то, конечно, мы отправим. Хор турецкого, лауреат золотого граммофона и с десяток новых сельских клубов и скверов. Такие подарки ждут татарстанцев на День Республики. Напомним, до праздничных гуляний остается меньше недели. Куда сходить и где отметить 30 августа? Салават Мухаммадуллин подготовил афишу выходной среды. Почти 1000 мероприятий. Это список открытий сельских клубов, кинотеатров и парков в честь Дня Республики лишь в районах. Татарстанцев ждут одни из самых масштабных гуляний в честь дня рождения родного края. В каждом уголке республики откроются книжные выставки, а артисты будут голосить с микрофонов. Остаться в стороне от торжества никому не удастся. Хочется позитива, добра, именно поэтому такое количество мероприятий, связанных с детьми, будет в рамках праздника республики. Громче и круче всех отметит День Республики в столице. На площади Тысячелетия будет рев моторов, дрифт и экспозиция автомобилей. В общем, всем известное шоу «Казан Сити Рейсинг». А у Дворца земледельцев фонограмму сменит живая музыка от симфонического оркестра на фестивале «Золотая осень». На чаше казанцев и гостей города ждут на праздничный концерт с участием певицы Ёлки, хора турецкого и Мити Фомина. Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел. Словно словами из песни лауреата золотого граммофона в День Республики обещает стать грандиозным. На ипподроме ждут забегов арабских скакунов, в парках гуляния расписаны по минутам. А от автомобилей в этот день лучше отказаться. Дороги в столице перекроют. Кульминацией Дня Республики станет салют с акватории Казанки. Уже традиционно столица замрет на 5 минут, устремив взор на разноцветное небо. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Нижнекамские дома на Табеева-1 и Студенческой 30 начнут обживать. Сегодня 140 новоселов получили свои ключи. Напомним, что история соципотечного дома на Табеева-1 была затянута и скандальна. Строительство жилого комплекса началось в 2015 году, и через год должны были заселить жильцов. Но сроки сдачи постоянно оттягивали, оправдывались тем, что дом не может пройти проверку у спецкомиссии. Долгожданное событие, 2 года ждали этого события, и наконец-то, как говорится, получили. Очень рады этому. Сегодня по всей России звучат стихи Мусы Джалили. 73 года назад, 25 августа, казнили великого татарского поэта, героя Советского Союза. Словом и храбростью он стал кумиром для многих поколений и для многих народов. Главные торжества прошли в Казани. Алина Мингалиева присоединилась ко Дню памяти. Я видел тебя, покидая Казань, кремлевские белые стены. Казалось, с балкона ты машешь платком, и облик твой гас постепенно. Сегодня во всем мире читают стихи Мусы Джалили. Казань не исключение. Традиционно в день смерти поэта у стен Кремля звучат стихи. Возложить цветы к памятнику Мусе Джалили в Казань приехала его дочь Чулпан Залилова. Для нее он не просто поэт и герой, в первую очередь ее родной человек. Несмотря на то, что проходит десятилетия, но для меня это очень тяжелые дни, скорбные дни. Я потеряла любимого, самого главного человека в моей жизни. В каждой стихотворной строке боль его друзей и близких, всего советского народа. 25 августа мы все знаем наших 11 парней татаров, свою родину, голову сложили. Выдержал ужасы фашистского плена и погиб смертью героя. Почтить память поэта пришли и те, кто вырос на его творчестве. Вспоминаем, читаем их стихи. Что не очень нравится, то, что народу мало. Мало народу, мало молодежи. Поэта сегодня вспоминают во всем мире и по всей стране. В Москве прошла торжественная церемония возложения цветов к его памятнику. Он установлен в столице на одноименной улице. С Москвой у Мусы Джалили были связаны 15 лет жизни. Отсюда же его призвали на фронт в 1942 году. Алина Мингалеева, Амир Заюшев, ТНВ, Казань, Москва.
В Татарстане запретили охоту на глухаря. Таково распоряжение президента Рустама Минниханова. Массовый летний-осенний охотничий сезон стартует в республике 2 сентября в 17:00. С этого времени можно будет охотиться на пернатую дичь, куда входят водоплавающие, болотно-луговая, полевая и боровая дичь. 2 сентября для охотников Татарстана настоящий праздник. Начнется сезон. В этом году запрещена охота на глухаря, как в период осенне-зимнего, так и весеннего сезона. Указом президента Республики Татарстан об осуществлении параметров осуществления охоты на территории республики номер УП-303 в этом году, то есть в этот сезон, включая весенний сезон 2018 года, будет запрещена охота полностью на глухаря. Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях. Кроме того, с 15 октября будет разрешена охота на зайца-русака. В прошлом году на него тоже были ограничения. А вот что произошло в одном из районов Татарстана. В Черешанском районе гражданин незаконно отстрелил лося, добыл лося. Нашим сотрудникам был выявлен факт. Суд присудил нарушителю штраф 102 тысячи рублей. Взыскать ущерб еще 200 тысяч рублей. Были конфискованы снегоход и оружие, а также присудили 3,5 года условно. Сейчас в каждом муниципальном районе созданы оперативные группы. Проводятся рейды. С начала года они выявили более 400 нарушений. Эльмира Шамарданова, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Татарская гимназия номер 17 Московского района Казани готова к новому учебному году. Здесь завершился капитальный ремонт, который длился более полугода. В прошлом году учебное учреждение попало в республиканскую программу капремонта. 27 миллионов рублей были потрачены на 8 видов ремонтных работ, где ремонт крыши, фасада, обновление сантехники, новые двери и окна. Напомним, республиканская программа капремонта образовательных организаций реализуется с этого года. На сегодня в 82 учреждениях завершены строительно-монтажные работы. Стала красивой, современная, преобразилась и обновленная она. По сравнению, что было в конце учебного года, сейчас небо и земля. Это новости Татарстана. Вот о чем далее. 3 чудесных дня на этнофестивале «Крутушка». Далее Эльмира Шамарданова. На зависть публики. Искренне завидую. В жизни есть идея, которой вы верны. Чем удивляли на фестивале ретро-автомобилей, увидел Дмитрий Аринин. На 3 дня лагерь «Байтик» превратился в место паломничества этномузыкантов, мастеров декоративно-прикладного искусства и всех тех, кто неравнодушен к фольклору. Сегодня стартовал фестиваль «Крутушка». Насыщенным и атмосферным обещает быть его программа, в которой появились кардинальные изменения. Подробнее Эльмира Шеймарданова. Под волшебные мелодии волынки люди знакомятся, учатся новому и отдыхают. Фестиваль, задуманный как детский, теперь стал семейным. Гости и участники со всей России. Иван Назаров из Кирова. Он не играет, он уже 9 лет создает инструменты. Вначале были варганы, вот они, вот, и потом как-то еще добавились духовые самые различные. Это флейты, это жалейки, вот это волынки. А это поющий орех, собственное изобретение Ивана. На изготовление одного инструмента может уйти пару часов, а другие создаются годами. Такова технология. Здесь на выставке глаза разбегаются от многообразия удивительных вещей. Здесь керамика, фенечки, ударные инструменты и тибетские поющие чаши. Поющие чаши используют для очищения пространства, для медитации, для массажа и для структурирования воды, когда вода имеет эффект закипающей. Впервые на фестивале новые направления. Лекции, показы, презентации, а главное – живые обсуждения насущных для этнодвижения тем. Среди ремесленников очень часто много заблуждений. Материал, с которым они имеют дело, он безумно интересный. Каждый забивает за собой право находки новой какой-то модификации. Второй год на фестивале свои документальные ленты о фольклоре представляет режиссер Слават Юзеев. Его лента «Кукмарские парни» на расхват пользуется спросом не только на кинофестивалях, но и в вузах. То, что вот мы снимем сейчас, вот,
эту культуру, этот обряд, завтра этого может не быть. Последующие 2 фестивальных дня в прежнем формате: концерты World Music и фольклорных графических коллективов, спектакли и мастер-классы. Эльмира Шимардатова, Ринат Сафин, ТНВ «Крутушка». Новые победы. Россия изменила показатели турнирной таблицы летней универсиады 2017. Напомним, соревнования в этом году проходят в китайском городе Тайбэй. Накануне сборная России пополнила копилку 4 золотыми, 6 серебряными и 5 бронзовыми наградами. Серебро удалось завоевать нашему земляку Никите Шлейхеру. Татарстанский прыгун в воду выиграл медаль за прыжок с 10-метровой вышки. С шутками, прибаутками и белой завистью открылся сегодня в Казани 11-й международный фестиваль исторической техники. На него показать, какими были автомобили и мотоциклы прошлого и как их можно сохранить в настоящем, съехались более 200 участников. Чему восхищался Фарид Мухаммедшин и кому позавидовал Артем Хохорин, увидел Дмитрий Аринин. Да даже не можем сейчас вспомнить, откуда идея возникла. Но вот захотелось что-то восстановить какую-нибудь военную технику. Так, на эту бронированную разведдозорную машину казанские ветераны МВД не пожалели миллиона рублей и полгода времени. Списанную военную технику 80-х мужчины нашли в Воронеже и с мальчишеским задором восстановили. Теперь ее можно встретить на трассе. На нее все документы, то есть на нее ОСАГО есть, ПСМ-ка есть, то есть права вот водительские есть. Таким поклонникам ретро-техники сегодня позавидовал даже министр внутренних дел Татарстана. Вот у вас в жизни есть, искренне завидую, в жизни есть идея, которой вы верны. Я думаю, что не 11 лет, я вижу по возрасту участников, тех, у кого глаза горят, пусть там, может быть, животы уже немножко впереди, но глаза продолжают гореть. Всего на фестивале в этот раз встретились более 200 автомобилей разных эпох и континентов. Тут и автомобили немецкого генералитета 30-х, и еще более ранние американские Олдсмобили, и многочисленные отечественные Чайки и Волги. Таким образом мы воспитываем уважение, дух к своему родному отечеству. Хотя на выставке много старины из зарубежья, и Форды. В эти выходные технику фестиваля можно будет увидеть и в действии. На автодроме Казан-Ринг пройдут автосабантуй и парад ретро-техники. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район. Не отстают от мужчин. Женский забег Iron Lady сегодня прошел в Казани на Кремлевской набережной в преддверии завтрашнего международного триатлона. Девочки, девушки и женщины со всей России пробежали 5 километров к мосту Миллениум и обратно. Зачем погнались 150 участниц и как справились с дистанцией, расскажет Лина Зинатуллина. Ну это же Iron Lady, хочется быть леди, даже когда бегаешь. Сильные, но прекрасные, спортивные, но женственные. Ирина Колесникова из Самары в Казань приехала ради забега, и отсутствие большого опыта не помеха. 3 месяца назад я записалась на забег, поэтому готовилась, старалась, все лето бегала, чтобы показать хорошие результаты. 3, 2, 1... Забег в Казани впервые, а в нем уже 150 участниц. 2,5 километра в сторону моста Миллениум и столько же обратно. 5-километровая дистанция кончается здесь же, на Кремлевской набережной. На финише всем по медали участницы и, конечно, цветы для настоящих леди. Ваши аплодисменты! А вот и чемпионка. 5 километров Кристина Белоусова из Саратова пробежала за 21 минуту. Не знала дистанцию, неизвестно, куда бежать, как раскладывать силы. Несмотря на сложности, уверенная победа, но главное в гонке даже не рекорды. Мы физкультурники, и нам это все очень нужно для здоровья. А бегом мы поддерживаем сына. У нас сын 2-й раз принимает участие в триатлоне. Заплыв, забег и заезд на велосипедах. Международное состязание по триатлону Iron Star пройдет в Казани уже завтра. Спортивное зрелище можно увидеть здесь же, на Кремлевской набережной. Лина Зинатульна, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Человек-легенда, человек-загадка, тренер с большой буквы. Сегодня Курбану Бердыеву исполнилось 65 лет. Золотые страницы футбольной истории Татарстана связаны с его именем. Подняв команду с первой лиги в дебютный сезон, выиграв бронзу чемпионата, он дважды смог сделать Рубин чемпионом страны. Бердыев единственный, кто обыграл знаменитую Барселону в лучшие годы каталонской команды на Камп Ноу. Футбол для него – это целая философия. Кто же он сам для футбола? Самые яркие страницы жизни одного из самых успешных тренеров современности в материале Алмаза Гафиятова. Бердыев бежит к своим игрокам, творец этого чуда. Я счастлив за болельщиков, за наших.
Спасибо им большое. Александр Хронин забивает первый гол Рубина в Еврокубках на 50-й минуте матча. Поздравляем российских болельщиков. Бердыев. Как много футбольного смысла заложено в этой фамилии. Начиная от воспитания юных спортсменов, заканчивая триумфальными победами над европейскими грандами. Для каждого он свой, в судьбе каждого сыграл значительную роль. Роман Шаронов – один из тех, кто ковал победную историю вместе с легендарным наставником. Бердыев поверил в него и не ошибся. Я еще не смотрел в мой паспорт, да, брал меня с определенной перспективой, и это дало мне внутреннюю помощь, да, наверное. И то есть, если одним словом сказать, что Курбан Бекеевич заразил меня футболом, хочу сказать, это хорошая болезнь. Вообще кажется, что Бердыев ошибается редко. Легко купить футбольную звезду и добиваться успеха. У Бекеевича немного другой стиль. Из никому неизвестного парня он способен слепить футболиста мирового класса. Примеров тому много. Домингес, Навас, Бухаров, Азмун, Нобуа. Обычный, но трудолюбивый человек, который любит футбол, живет им. И это дает свой результат. Немногие помнят, как в 2001 году он возглавил команду середняка первой футбольной лиги. За короткие сроки смог вывести ее в премьер-лигу. И в дебютном сезоне завоевал бронзу отечественного чемпионата. С первых дней с ним работал пресс-атташе Максим Лопухов. Сделал Курбан Бекеевич для Рубина, для города, для республики. Это невозможно ни с чем сравнить. Он сделал практически великое дело. Он построил футбол в Казани. Сделал футбол тем видом спорта, который приносит радость людям, именно благодаря ему. Дальше больше. Не с самым крупным бюджетом в команде Бердыев завоевал 2 чемпионства. Кульминацией его карьеры стали блистательные выступления в Лиге чемпионов. Именитые тренеры узнали не только о существовании Казани на карте мира, но и побаивались выходить на поле против казанского Рубина. Никогда не торопился. Брал игроков, и пока он не убедится, что он принесет пользу, он не выпускал его. Для многих футболистов, работников клуба и близких людей Бердыев прежде всего учитель. Причем не только спортивный наставник. Во главе его философии стоит человечность, уважительное отношение к окружающим и профессии. Все то, что говорил и позже много раз, но через 15 лет после этого мы видим, что много из этого сделано. Поэтому Бердыев видит гораздо дальше, чем мы, журналисты. Потому что он знает, о чем говорит, знает, как это сделать. И он это показал в Казани. Повторно возглавив Рубин, он идет по четко намеченному плану. Не за горами победы и триумфальные успехи казанского клуба. Бердыеву 65, и в этом возрасте он только открывает новую страницу своей футбольной и жизненной биографии. Алмаз Гафиатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Коллектив нашей телерадиокомпании присоединяется. Мы поздравляем Курбана Бекеевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, желаем, чтобы его футболисты думали как он, действовали как он, воплощали все его мечты и замыслы на футбольном поле. Она одна воспитывает 8 детей, 6 из которых приемные. На ее хрупких женских плечах домашнее хозяйство, уход за детьми, заработок. На этот раз в объективе ТНВ «Большая семья» Алсу Валеева, жительница поселка Усады Лаишевского района. Самый тяжелый, наверное, в семье большой – это порядок. В семье Валеевых во всем порядок. Старшей дочери 27, младшему 2 года. Первый приемный ребенок появился в семье в 2008 году. Сказали, что есть 2 маленьких ребенка, которые не очень такие здоровые. И вот мне пришлось взять их на свое воспитание. Так, в этом году семья Валеевых пополнилась еще 2 детьми. 2 года назад от сахарного диабета умер глава семейства. Все заботы по дому и уход за детьми легли на плечи Алсу. Венера – ее правая рука. Самое сложное – это дать правильное воспитание, чтобы детки выросли, в правильном русле шли, чтобы они не пошли по пути своих родителей. Ну что ты делаешь, а? Все свое свободное время Алсу посвящает детям, чтобы лучше их понимать. Она выучилась на психолога. Стены дома увешаны дипломами и грамотами детей. Танцы, вокал, шахматы, гимнастика. У каждого ребенка свое хобби. Собираться за одним столом – добрая традиция в семье Валеевых. В Казани шла 2 года, и как раз семья увидела и вас. Фердуса и Артемчика, 2 маленьких пупсинчика. Так большая семья репетирует выступление к республиканскому конкурсу «Нечки Биль», который пройдет 23 сентября. Давай, мне морковку, мой молодец, какая морковка. Давай. В
Всю работу по дому в этой семье привыкли выполнять вместе. Говорят, так быстрее и веселее. Александр Севастьянов, Алина Бережная, Ринат Сафин, ТНВ, Лаишевский район. Сейчас о погоде. Следующий выпуск новостей Татарстана в 21:30. До встречи. Болгар радиосы концертлар сезонын ача. 30 август пирамидада зур бәйрәм концерты. Эстрадабызның якты йолдызлары, махсус кунаклар, уен көлке. Бәйрәм кичен якыннарыгыз белән күңелле үткәргә теләсәгез, Болгар радиосы концертына рәхим итегез. Баштана 18 сәгатьтә. Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре Марка. Звони 4 пятерки 3 единицы. Все включено в аквапарке Ривьера. Горки, бассейны, 5D кино и пляж в подарок. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. Казань-Оргсинтез – лидер химической промышленности Российской Федерации. Дед, а ты кем работаешь на заводе? Слесарем-ремонтником. А папа? А папа аппаратчиком. А когда я вырасту, кем я буду на заводе? Как минимум инженером. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Карим Синчурин. Последняя пьеса. В Республике Татарстан дан старт 5-му ежегодному телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. В «Белке» последние летние цены. Только одну неделю. Норка от 40 тысяч, мутон от 6, пальто от 4. «Белка», Татарстан 7. В 1963 году Казань-Оргсинтез запустил первое производство фенола и ацетона. Сегодня завод производит более 170 видов продукции общим объемом свыше 1,5 миллиона тонн в год. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. А почему 5 Б не идет в поход? Ребята, вы умеете оказывать первую помощь? Нет, но мы Все. В поход идут только старшие классы. 5 Б пойдет в поход. Yes. А где ты этому научилась? Мама научила. А это меня папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. На нашем канале новый проект. В объективе ТНВ «Большая семья». Смотрите их ежедневно в наших программах. Благополучие и в испытаниях, трудностях и в радости. И узнаете секрет счастья в большинстве. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Настало время низких цен. Задумались о новой кухне, хотите быстро, качественно и недорого – звоните в «Данил Мастер». Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатная. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что же, теперь о погоде. В предстоящие сутки в республике ожидается вполне комфортная погода. Осадков станет меньше. По данным Яндекс.Погоды, на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, днем же плюс 25. На северо-востоке республики облачно, но осадки не ожидаются. Плюс 14 градусов ночью, плюс 22 днем. На севере республики ожидается облачная погода. Ночью будет до 14 градусов тепла, днем до плюс 24. На северо-западе республики пасмурно, местами пройдут дожди, ночью плюс 11, днем плюс 21. На юго-западе Татарстана ночью ясно, плюс 11, днем же облачно, плюс 22. В центральном районе республики ожидается переменная облачность без осадков, ночью до 13 градусов тепла, днем же температура воздуха составит плюс 22 градуса. В последующие сутки ожидаются осадки, но температурный фон сохранится. Кукмарский завод металлопосуды – один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой «Кукмара». В ассортименте более 400 наименований товаров, посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба.
Какая бы погода ни была за окном, посуда торговой марки «Кукмара» создаст уют в вашем доме и хорошее настроение вашим домочадцам. Готовьте с удовольствием, радуйте родных и близких. «Кукмара» – удобная посуда, вкусная еда. ЖК «Приволжский» — это кирпичные дома на берегу реки Волга. Индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. Предстоящей ночью в Казани будет ясно и до 13 градусов тепла. Днем облачно плюс 23. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.